Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина, что он думает о вас прямо сейчас, в этот самый момент? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, на мужчину. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, о чем же он думает? Так, мои хорошие, ну вот он, ваш мужчина, уставший. Мы его застали в моменте, когда он прям устал. Может быть, тяжело работал, может, спортом занимался, может быть, под конец дня вы смотрите эту отсыпку. Уставший, он идет уставший. Хочется ему отдыхать, хочется ему, не знаю, там домой приехать, доехать, покушать, лечь в постель. Ну, либо сейчас он на работе, да, и мысли об отдыхе. Да, хочу покушать, хочу отдохнуть, хочу ничего не делать. Мужчина, кстати, последние дни очень устает. Чем-то он озадачен, загружен. Физически много работает, либо умственно много работает. Да, может быть, какие-то задачи серьезные. Надо все это решить, разрулить, наладить, отладить. Да, и он прям сам не свой. О каком-то ключе постоянно думает. Ключ у него в голове. Ну, либо это ключ от его проблем, либо ключ, например, от жилья. Может быть, вы ему задание дали, да, найди жилье. Либо он сам ищет жилье для вас, либо для себя. Вы все разные, отсыпка у нас общая. У кого-то отыграется, что он хочет подобрать ключ именно к вам. Да? Возможно, вы только лишь начали общаться, встречаться, и он прям голову себе сломал, как же подобрать к вам ключик. Ведь вы очень такая требовательная дама, и у кого-то отыграется, что прямо неприступная. Вот, говорит, ключ хочу. Ключ от нее, от ее сердца, от ее головы, от ее души, от ее тела. Все, хочу ключ. Об этом постоянно думает, о ключе. Так, по поводу вас. Птичка, сердце. Птичка, кстати, ночная, филин. Прячет свое сердце, прячет свои истинные чувства, свое истинное отношение к вам. Даже если он вам в любви признается, его чувства гораздо сильнее, чем он вам говорит. Он их скрывает, что он к вам безумно привязался, либо он безумно вас желает, безумно желает видеть вас всегда на постоянной основе рядом с собой, вместе засыпать и вместе просыпаться. Да, вот такие желания у него. Но сердце, он вам отдал свое сердце, посвятил свое сердце, но почему-то не говорит. Может быть, и хотел бы сказать, да, не привык, например, говорить слова любви. Да, это что же особый талант надо иметь. Скорее всего, человек серьезный, поэтому он так себя сдержанно ведет. У кого отыграется, что вы на расстоянии находитесь, тогда вот точно он ищет себе жилье, так, чтобы вас, например, пригласить, либо к вам приехать, но чтобы было жилье, где переночевать. И филин ничего не говорит о своих чувствах, потому что лично хочет вам признаться. У кого здесь какая-то знаменательная дата? Ну, допустим, у вас день рождения скоро, либо какая-то ваша общая годовщина. Тогда он явно готовится и вот секретность создает, да, чтобы вы раньше времени не узнали, что он готовится, скорее всего, какой-то подарочек, либо атмосферная обстановочка, может быть, и то, и другое. Да, такой интересный парень. В голове ваш образ. То есть он с вашим образом просто вот 24/7 не расстается. Он, кстати, вот важный момент. Он ваш образ хранит как самое вот светлое, родное, близкое. Ваш образ ему помогает по жизни, вот ежедневно там просыпаться, идти на работу, что-то делать,
решать какие-то задачи, да, как стимул, как батарейка, да, вы для него как батарейка. Хороший на самом деле знак, сильные у него чувства, настоящие. Есть еще и коса по отношению к какой-то другой женщине. Женщина с горбом, скорее всего, из его прошлого. Коса. Как выкосить ее пытается из своей жизни. Но это непросто. Это очень непросто. Кстати, у кого-то отыграется, что, может быть, женщина его очень сильно обидела, и он как бы хотел бы ее выкосить, но вот обида, она как самый такой стойкий клей, да, приклеивает эту женщину к нему. Вернее, память об этой женщине. Он вас не сравнивает, нет, такого нет. Но, тем не менее, вот чувствуется женщина с горбом, коса. Хочу выкосить, но не могу. Так, еще он думает о том, что вы в последнее время какая-то отстраненная, закрытая, либо обиженная на него, что вы от него закрываетесь. Он не понимает, что вы хотите этим сказать, начинает думать, что попало. Его это раздражает, потому что нет четкости, да, почему она так себя ведет. То есть не любит, разонравился, есть другой, там, другие интересы в жизни. Девчонки, вы там либо ему объясните, что вы там заняты, устала, либо действительно, может быть, интерес к нему потеряли. Иначе мужчина мучается. И он может расспрашивать, либо думает о том, чтобы кого-то расспросить по поводу вас. Типа, что с вами случилось, почему вы такая. Кстати, еще тайно может следить, подслеживать, чтобы узнать, да, есть ли другой, есть ли какие-то другие интересы в жизни. Еще он считает, что вы очень много времени тратите, допустим, на каких-то подруг, либо на свою семью. Родители, может, там братья, сестры. С одной стороны, он этому умиляется, да, насколько вы открытая, насколько вы дружелюбная, насколько вы цените родственные связи, дружеские связи. Но при этом он испытывает такие уколы ревности, что вот, почему не со мной, почему она в это время не со мной. Я хочу, чтобы она была всегда со мной, думала обо мне, так же, как я думаю о ней. Кстати, у кого-то из девочек мужчина в чем-то вам соврал. Приврал, соврал, ввел в заблуждение. Ему очень стыдно, но как будто бы другого варианта у него не было. Либо это была случайность. Знаете, как ляпнул, соврал, а потом уже деваться некуда. Нужно было раскручивать эту ситуацию. Очень опасается, что вы узнаете правду, и вот такая тень на него ляжет. Так, еще есть какие-то друзья, которым он что-то пообещал. Пообещал, а теперь не знает, как это все выполнить. И почему-то боится, что вы узнаете об его обещании друзьям. Может быть, куда-то поехать, там, на рыбалку, на какое-то спортивное мероприятие. И вот очень боится, чтобы вы об этом случайно не узнали. И еще в его голове мысли о каком-то отдыхе. Отдых с вами вместе, но так, как хочет он. Не так, как хотите вы, а так, как хочет он. Может быть, у вас даже разные пристрастия к отдыху. Например, вы любите на пляже, пляж, море, солнце, песок, а он, например, там лес, горы, какие-то вот дикие уголочки мира. Ему хочется вас с собой куда-то взять и повезти. А вы, например, настаиваете на то, чтобы поехать в хороший отель, на берегу моря и, как говорится, белые люди, отдохнуть. Думает, как бы вас так соблазнить, искусить, чтобы вы согласились. Да, но отдых ему нужен, да и вам нужен отдых. Вы, кстати, тоже к мужчине много вопросов имеете. Вас, кстати, раздражает его какая-то непоследовательность, либо несерьезность. Вы его несколько раз словили на том, что он не держит слова, либо забывает о том слове, которое дает. Еще вас раздражает, что у него 100 пятниц на неделе, и что жизнь у него какая-то прям мега резиновая. Да, вот он время как-то вообще считать не умеет, да, не считается со временем. Может что-то откладывать, переносить. Причем вы спрашиваете, когда, он говорит, да когда-нибудь, либо там, завтра, да, а это завтра не настает никогда. Плюс вы еще недавно с кем-то общались, либо какую-то пару видели.
мужчину и женщину, либо с какой-то женщиной в паре общались. И вот она вам что-то очень красочно рассказала, и вы прям какой-то тоже укольчик получили в сердце, что у вас такого нет. Ну, во-первых, та женщина могла вам и наврать, давайте отталкиваться от этого. И во-вторых, вы же не знаете, как на самом деле эта женщина живет с мужчиной. Да, может быть, это картиночка для людей, а дома за закрытыми дверями все совершенно по-другому происходит. Мне вообще вас показывают достаточно нормальной, адекватной парой людей, которые стараются друг друга все-таки как-то оберегать, беречь и поддерживать. Вот вы там не слушаете особо и не присматривайтесь к другим. У вас своя жизнь, своя, вот такая уникальная и неповторимая. Так, еще я вижу, что вы о чем-то тоже думаете, важном для вас. Как будто бы с чем-то хотите закончить, закрыть что-то хотите, но не решаетесь. Вам то ли совет нужен, то ли подсказка, то ли взгляд в будущее. Что какой-то элемент вам нужен. Смотрите, по поводу этого элемента. Здесь информация сама придет. Знаете, как будто бы на вас выйдет эта информация. То, что вас беспокоит, то, что вы хотите узнать, вы в скором времени точно узнаете. И решение свое вы примете. Решение у вас такое стопроцентное, да, без колебаний. Вот сказали да, да. Если нет, то нет. Все, точка. Так, еще по поводу этого мужчины. У него в ближайшем будущем какое-то очень ответственное дело будет, которое потребует от него стопроцентного вовлечения. Человек просто с головой идет в работу, ну, либо в какую-то командировку уедет. Дело. И он вам об этом скажет, как-то, не знаю, в последний момент, наверное, скажет. И вы еще будете сомневаться, куда он на самом деле едет, да, либо чем он на самом деле занимается. Нет, работа, это дела, это бизнес, там ничего другого нет. Вот главное, с друзьями там особо его не отпускайте, потому что друзья у него какие-то, ну, явно чудные и плюс очень неблагонадежные товарищи. Ребята такие, знаете, оторвать и выбросить. Вот друзья у него действительно опасные, они могут его куда угодно затащить, а он у вас такой рубаха-парень, на все согласен. И еще важный момент. Если вы думаете, что мужчина вас постоянно в чем-то обманывает, это не так. Это не так. Да, есть там пару моментов, где он там скривил душой, где вел вас в заблуждение, но так, чтобы на постоянной основе он вас не обманывает. Такого нет. Знаете, он, в отличие от вас, как-то проще относится к таким вещам. Проще. Вот вы воспринимаете, что нет, я не могу говорить неправду любимому человеку, вообще нельзя этого делать. А для него это как-то проще. Проще, да. Но так, чтобы постоянно обманывать, этого нет. И еще мужчине хочется очень сильно вам что-то доказать. Доказать про себя. Может быть, вы в шутливой форме где-то в нем сомневались. Может быть, даже вы когда-то ругались, что-то ему такое сказали. И вот как не то чтобы обида, а как заноза. Ваши слова застряли у него в голове и в сердце. И ему очень хочется вам что-то доказать. Ну, либо вас переубедить. Он постоянно об этом думает. И, девочки, он у вас очень на слух восприимчивый, поэтому его очень легко обидеть. Да? Старайтесь, пожалуйста, ну, как бы продумывайте свои слова, если хотите сохранить долгие и хорошие отношения с этим мужчиной. Его очень легко обидеть. Очень легко. И он, как слон, очень долго помнит, да, все обидное, что ему говорят. Может быть, даже вы ничего обидного не говорили, но он это воспринял как вызов, как обиду, как сомнение в его там мужественности, либо в его каких-то способностях. И еще показывают человека с вашей стороны. Человек, который из-за вас плачет. Кто-то сейчас из-за вас плачет. Опять же, отсыпка общая, вы все разные. У кого-то отыграется, что мужчина из-за вас плачет, а у кого-то отыграется, что женщина из-за вас плачет. Отчаяние чувствуется. Отчаяние. Может быть, с какой-то подругой поссорились, и она теперь в отчаянии из-за вас плачет, что вы не позволяете примириться с собой.
Мужчина, может быть, какой-то влюбленный в вас, да, понимает, что нельзя к вам подходить, и он в отчаянии из-за вас плачет. Есть такое, прям показали, слезы, чужие слезы из-за вас. Когда вы смотрите эту отсыпку, человек плачет. И еще у вас какие-то очень хорошие новости на пороге. Причем они хорошие именно вот по отношению к вам. Мужчины, они, они для мужчины нейтральны, либо вообще никак его не касаются. Именно для вас очень хорошие новости. Вот буквально, не знаю, завтра, послезавтра вы их получите. И вот ваша эта тоска, хандра, либо такое холодное состояние, прям миг улетучится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.